Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Олег Кононенко в очередной раз отправится исследовать космос. Туркменистан отмечает День знаний студенческой молодежи. Сборная Туркменистана по тяжелой атлетике готовится к чемпионату мира и другие новости. Командир экспедиции МКС-7071, герой Туркменистана Олег Кононенко уже скоро отправится на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки. Накануне отправки в космос космонавтов традиционно провожали родные и близкие. Экспедиция обещает быть насыщенной. По словам Олега Кононенко, запланировано более 60 научных экспериментов, в том числе 7 новых. Ожидается 4 выхода в открытый космос. В ближайшие дни экипажи МКС-7071 будут проходить подготовку непосредственно на космодроме Байконур. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-24» намечен на 15 сентября. Сегодня в Туркменистане торжественно отмечают День знаний студенческой молодежи, по случаю которого во всех учебных заведениях страны прозвучал первый звонок, возвестивший о начале нового учебного года. По сложившейся традиции для учащихся и студентов первый учебный день начался с церемонии возложения цветов к монументу независимости и памятнику Бердымухамеду Аннаеву, установленному в средней школе номер 27 села Ызгант Гёктепинского итрапа Ахалского вилаята. Первый урок во всех образовательных учреждениях прошел под девизом нынешнего года «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром». Первоклассникам от имени героя Аркадага и президента Сердара Бердымухамедова вручены персональные компьютеры и ноутбуки, разработанные специалистами хозяйственного общества Айдын Гиджелер. Экспонаты из 2 музеев Туркменистана будут представлены на выставке «Экспо. Шелковый путь», которая пройдет с 6 по 7 сентября в городе Дуньхуан. В частности, на выставку отправятся раритеты из Государственного музея Государственного культурного центра и Музея изобразительного искусства Туркменистана. Агентство Туркменавто Улаглары опубликовало маршрутные схемы для первых электробусов в Туркменистане. Эти электробусы производства китайской компании «Ютонг» будут работать в городе Аркадаг. Установлены 3 маршрута – номер 1, 2 и 3. Стоит отметить, что эти электробусы имеют нулевой уровень выбросов. Это важный шаг Туркменистана на пути перехода к более экологичным транспортным решениям. Ознакомиться подробнее со схемами маршрутов можно на сайте Туркменпортал. Сегодня в Туркменистане стартовал очередной месячник «Безопасность дорожного движения. Спокойствие нашей жизни», который продлится по 30 сентября текущего года. Данная акция проводится в Туркменистане с 2013 года. В рамках месячника проводятся различные мероприятия, направленные на повышение осведомленности граждан о правилах дорожного движения, пропаганду культуры вождения и безопасного поведения на дорогах. В клинике Бишкека прошла первая успешная операция по пересадке почек. В Киргизстане эту процедуру проводят турецкие врачи. Более сотни специалистов из Турции в течение 2 лет обучат местных хирургов всем тонкостям этой сложной операции. Больница оснащена самым современным оборудованием, а стоимость пересадки почек составляет $10 000. Ранее подобная операция в зарубежных клиниках обходилась киргизстанцам в 5 раз дороже. Мир обеспокоен начавшимся на минувшей неделе в Японии сбросом в Тихий океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС Фукусима-1. Японский премьер-министр Фумио Кисида во время встречи с министрами попробовал продукты из префектуры Фукусима, таким образом продемонстрировав их безопасность. Уточняется, что глава правительства попробовал сашими из камбалы, морского окуня, осьминога, а также рис, мясо и фрукты, выращенные в регионе. При этом Кисида заверил, что его правительство будет и дальше делать все возможное, чтобы поддерживать рыбную отрасль Японии. 4 сентября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартует 88-й чемпионат мира по тяжелой атлетике. В соревнованиях, которые продлятся до 17 сентября, примут участие более 700 атлетов из 117 стран. Это мировое первенство является одним из отборочных турниров к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Именно на чемпионате мира в Эр-Рияде туркменские тяжелоатлеты смогут набрать квалификационные очки и завоевать путевки на игры. В состав сборной Туркменистана на чемпионат мира в Эр-Рияде вошли 15 спортсменов, в том числе серебряная призерша Олимпиады в Токио Полина Гурьева и чемпионка мира 2018 года Юлдуз Джумабаева. Тренеры и руководство Национальной федерации тяжелой атлетики Туркменистана возлагают большие надежды на своих спортсменов на предстоящем чемпионате мира
в Саудовской Аравии. Международная федерация футбола представила обновленный рейтинг женских национальных команд. Впервые в истории рейтинг возглавила Швеция. Следом за ней идет победитель женского чемпионата мира 2023 года – сборная Испании. На третьей строчке расположилась команда США. Сборная Туркменистана, которую возглавляет Камиль Мингазов, поднялась на одну позицию вверх и теперь занимает 136 место, находясь между сборными Габона и Ливана. В Монако состоялась традиционная жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В этом сезоне финал турнира пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе Уэмбли. Команды-участницы грядущего розыгрыша Лиги чемпионов узнали своих соперников. Особенно выделяется группа F, где столкнутся ПСЖ, Дортмундская Боруссия, Милан и Ньюкасл. Групповой этап турнира стартует с 19-20 сентября. Матчи плей-офф начнутся в феврале следующего года. После жеребьевки в Монако назвали главных хедлайнеров прошедшего европейского сезона. Награду лучшего игрока получил норвежский форвард Манчестер Сити Эрлинг Холланд. А лучшим тренером признан его наставник, испанец Хосе Гвардиола. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.